На избирательном участке 718 Викажева сегодня по-особому шумно и весело. Предыдущие 2 дня выборов уже проголосовало более 700 избирателей. Ну а сегодня на участок приходят не только целыми семьями, но и кортежами. В Ингушетии выбирают невесты. Противоэпидемические меры для всех обязательной невесте в порядке исключения, чтобы не портить свадебный образ, разрешают пройти без маски. А вот родственник жениха, который ее сопровождает, согласно традициям, не смог избежать этих правил. День, когда Мария Муталиева делает решающий шаг в своей жизни, совпал с единым днем выборов, результаты которых определят ближайшее будущее региона и государства. С этим знаменательным днем ее поздравляют не только родственники, но и все члены избирательной комиссии. А представители администрации Икажева и Назрановского района вручают памятный подарок. Проводить дни выборов по воскресеньям в стране давно стало традицией, как у ингушей свадьбы. И даже в такой особенный и волнительный день невесты избирателей исполняют свой гражданский долг. В основной день голосуют и старейшины, которые сопровождают кортеж. Ведь в целом эта процедура занимает немного времени, но представляет судьбоносную важность. Дал истада не злобный. Камна вымяка выннага болуш. Бирка депутат жбом сарах. Баха брышка габаш хабака узе проголосовать да. Нускла один проголосовать да. Нускла хосоводдан. Что хозбох бакер. Вот ханздука баха брышма ухи вين выборыш. Молодежь ахьес анхетяхун. هاي ديال رياس العديرة عديرة ديال رياس مخز خاتم بقصدم تاخن عدلو بنسيتيلش عدلو أخشتيلش بيرش هار تصرف بيسا شيساتيش أخشلاش بردن دات هار بيرا فديستيش شو عدلو حلل أخمدي سمسكا سوريسياس ساقب حمد شوخ كيجا برش جترش أمر دتس كيجا برش حاول سمنا دتس حلوها سن جرجدانسكي الله تعالى حش جرجدانسكي دول دتس شو أنت بس الله هنا سن ديكر دتس يعني شويك آخر اللامز مدي خلاص ما مكابي خلاص دقة مدي زوجها جلس بعدها وأكبر عنقر وفيتس. Каибы с 8 утра активно наполняются, голосуют за будущих депутатов Государственной Думы и Народного собрания глава администрации Назрановского района Муса Муталиев. Возможность попасть на участок, где он зарегистрирован, признается, появилась только сейчас. Все предыдущие дни голосования глава района следил за готовностью уиков, проверяли, всем ли обеспечены члены комиссии и избиратели. Исполнить свой гражданский долг планировал успеть в любом случае. Отрадно, что население, жители республики, района, в частности, что очень уже в политическом плане созревшие, значит, ориентируются хорошо, как в республике, так и в стране, в целом мире, что происходит. Поэтому я надеюсь, что все принимают правильное решение за будущее республики и страны. Молодые мамы, дети, пожилые, работники правоохранительных органов, врачи, учителя. Всего на 718-м избирательном участке зарегистрирован 1691 избиратель. Явкой довольны и даже не ожидали такой активности, признаются члены комиссии. Наши избиратели настроены позитивно, ждут от будущего лучшее и лучшее. Члены комиссии у нас очень хорошо работают. Все прекрасно знают свои обязанности, все на месте. Отдохнуть позволяете своим членам комиссии? Конечно, не так, как хотелось бы, но понемножку. Также в течение всех дней выборов избирательная комиссия выезжает к некоторым избирателям на дом. Это люди с ограниченными возможностями здоровья или пожилые, которые по состоянию здоровья не могут попасть на УИК. Для этого им необходимо оставить заявку предварительную по номерам горячей линии ТИК или ЦИК. Далее, после 2 часов дня к ним выезжают 2 члена комиссии, наблюдатель в сопровождении охраны и, конечно, с переносной урной. Если накануне посетили только 25 избирателей, то в основной день к 11 часам утра заявки отправили 52 человека. Принимают их обычно до 14:00. После того, как они вернутся с бюллетенями, они бывают в переносном ящике лежат. Так как вы видите, у нас КАИП до 8 часов, до 20:00 у нас КАИП работает в стационарном режиме. После этого стационарный режим переносится в переносной режим. И мы вынимаем оттуда все эти бюллетени и
пропускаем через КАИП. А вот Бекхан Арапиева, несмотря на неважное самочувствие и возможность пригласить к себе выездную комиссию, все равно решил приехать на избирательный участок. Здесь, на 720-м УИКе, его все знают. Выборы никогда не пропускал. ديالهم وكمان ديكا خد شهرات خد أنا سأتو خد وين دامون أنا يوم وقت بويتال دويد ما يملدوش عم ديكا خد في حديقة وخجولش بركتي خلدوير مستد. В числе избирателей 720-го избирательного участка Бекхан Картоев считает, что он сделал выбор в пользу достойнейших кандидатов. Надеется, что интересы народа у них будут в приоритете. От этих выборов много чего зависит. Зависит наша судьба нашей республики. Даже получается же так. И желаем плодотворной работы, будущей работе. Все-таки это непростая работа. Все меры предосторожности на участке соблюдаются. Маски, перчатки, ручки выдаются. По списку на участке зарегистрировано 2884 потенциальных избирателя. Также есть и дополнительные списки. Абсолютно не устали. Когда избиратели приходят, у нас настроение хорошее бывает. С первого дня довольна явкой. Избиратели активно принимают участие. Я довольна явкой. И сегодня наплыв был. Примерно, я думаю, 50% у нас проголосовало. За соблюдением всех требований выборной кампании следят наблюдатели. Их на 720-м УИКе 4 от разных политических партий. С начала пандемии они вынуждены делать акцент не только на основном порядке проведения голосования, но и на соблюдение противоковидных мер. Самое главное на осенних выборах – безопасность и прозрачность. По всей России предпринят комплекс мер, чтобы они стали максимально честными. 96% участков и все тики охвачены видеонаблюдением. За всем процессом все 3 дня следили члены избиркома, наблюдатели, кандидаты и представители партии. И просто неравнодушные граждане в центрах общественного наблюдения. И все эти видеозаписи будут храниться целый год. Диана Дударова, Ильяс Ханиев. Новости 24.